Приветствую вас, друзья. С вами я, Михаил Серкли. Сегодня мы поговорим о штрафах за электоральную коррупцию, которая, по мнению некоторых депутатов Народного собрания, якобы не что иное, как способ пополнения бюджета государства. Мы, конечно, привыкли к наглым заявлениям из Народного собрания, но с каждым разом эти заявления все более наглые и абсурдные. И это есть не что иное, как попытка переложить с больной головы на здоровую. Заседание Народного собрания от 27 ноября созывалось для решения двух основных вопросов. Это отставка Константинова, что я прокомментирую в следующем выпуске, если не будет более важных тем. И второй вопрос, который должны были решить и, по сути, решили на заседании от 27 ноября, это назначение даты очередных выборов в Народное собрание. Однако был предложен дополнительный вопрос о штрафах за электоральную коррупцию и принятие решения, которое, по мнению инициатора этого вопроса, должно защитить жителей Гагаузии. Забегая вперед, хочу сказать, что этот вопрос торпедировали депутаты из группы Петрова, которого мы не видим в публичном пространстве уже долгое время. Не исключено, что Петров покинул страну. Это всего лишь мое предположение. Предложил этот вопрос Григорий Дюльгер, депутат из Бешалмы. Давайте посмотрим его первое заявление или первый отрывок. Начнем по порядку. Председатель Башкон о чем-то договорились, подписали данный международный договор сотрудничества с ФСБ банком об оказании помощи нашим согражданам в связи с дорогостоящими энергоресурсами на тот момент, что было объявлено в пресс-конференции после подписания данного документа. Потом, чтобы обезопасить себя, дали в Народное собрание нам это соглашение, сделали постановление, и мы почти единогласно все проголосовали за это постановление, делая благое дело помочь нашим жителям в непростое время, когда энергоресурсы 5-6 раз повысились. Несмотря на то, что у наших пенсионеров и инвалидов мизерная заработная плата, имея стаж работы 35-40 лет в разных отраслях. И тут началось самое интересное. Центральная власть по предлогам борьбы с одним человеком начали выписывать эти незаконные протокола. Типа так называемая статья «электоральная коррупция». Тут несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Григорий Дюльгер начинает с того, что Константинов и Гуцул, он их называют председатель Народного собрания и Башкан, которые были в Москве и подписывали это самое соглашение с Промсвязьбанком, решили обезопасить себя, протащив этот вопрос через Народное собрание. Таким образом, они решили уже в Гагаузии придать этому договору некое подобие законности или легитимности. Но Григорий Дюльгер использует неправильное слово. Константинов и Гуцул не хотели обезопасить себя, хотя это, в принципе, тоже, да. Но самое главное, что они хотели сделать, это замазать всех депутатов этим преступлением. И таким образом они хотели себя обезопасить, втянув депутатов в эту аферу. И постановление, которое Народное собрание приняло 3 мая 2024 года, утверждающее то самое соглашение, подписанное Гуцул и Константиновым с Промсвязьбанком, является юридическим подтверждением того, что все депутаты, проголосовавшие за него, вовлечены в преступление по формированию сетки Шора. До этого все утверждения, что депутаты в Народном собрании замазаны Шором, причем все, да, как бы я имею в виду всех политических групп в Народном собрании. То есть до этого это утверждение можно было выдавать за чьи-то домыслы или фантазии. Но вот с момента, когда это постановление было безропотно принято, у нас появляются юридические документы, юридические основания, дающие нам повод или все права утверждать, что депутаты, проголосовавшие за это постановление, являются соучастниками преступления по формированию сетки Шора и коррумпирования избирателей на референдуме, а в том числе и на президентских выборах, в том числе и на выборах в парламент Республики Молдова. О том, что этот договор противоречит законодательству Республики Молдова, выходит за рамки компетенции Народного собрания и нарушает международный санкционный режим, об этом депутатов Народного собрания предупреждали на разных уровнях в разной форме. Задав простой вопрос в Гугле, сделав простой запрос, можно найти множество подтверждений того, что Народное собрание и депутатов Народного собрания предупреждали о юридических последствиях. Однако Народное собрание все эти предупреждения проигнорировало. Попытка протащить это через Народное собрание, это была не первая такая попытка. Все это начиналось чуть раньше.
попыткой узаконить выплаты Шора и нелегальное финансирование политической деятельности Шора в Гагаузии. До этого, напомню, была попытка, причем очень наглая попытка, перечислить деньги Шора, полученные у Кремля, прямо на казначейский счет исполнительного комитета через какие-то мутные организации из Центральной Азии. Ну, то есть эти мутные организации из Центральной Азии должны были перечислить эти деньги на счет исполкома в казначействе Республики Молдова. Попытка не удалась, потому что исполком не смог объяснить источник происхождения этих средств. Потом нашли этот способ через Промсвязьбанк, и Народному собранию тоже объяснили, что Промсвязьбанк находится под международными санкциями в связи с геноцидной войной, которую Россия развязала против Украины. Молдова не может позволить себе нарушить международный санкционный режим, потому что сама может быть санкционирована или попасть под санкции. А международные санкции против Республики Молдова могли бы и точно имели бы очень далеко идущие последствия. Например, как лишение международной помощи или исключение Республики Молдова из системы SWIFT. Попадание под международные санкции болезненно не только для таких маленьких стран, как Республика Молдова, но и для больших стран тоже. Поэтому никто или никакая страна не хочет попадать под санкции. Но депутаты Народного собрания, проголосовавшие за это постановление по легализации этого самого соглашения с Промсвязьбанком, не думают о том, что неправильное решение может ударить по государству и обществу. Они думают только о том, как выполнить указания хозяина любой ценой. Поэтому замазали в этом преступлении не только себя, но и жителей Гагаузии. О том, что этот договор с Промсвязьбанком незаконен. Депутатам, Народного собрания говорило и Управление юстиции Гагаузии, которое на тот момент возглавлял Петр Манол. Его впоследствии уволили за то, что сообщал неприятные новости Константину. К этому нужно добавить и решение апелляционной палаты Камрад от 14 марта 2025 года, которое признает постановление Народного собрания об утверждении договора с Промсвязьбанком незаконным. Суд приостановил действие этого постановления по требованию госканцелярии, которая посчитала, что соглашение с Промсвязьбанком нарушает закон о защите персональных данных и связано с рисками вмешательства во внутренние дела Республики Молдова. Это означает, что Народное собрание должно было приостановить реализацию этого постановления и не внедрять его. Но Народное собрание проигнорировало все предупреждения и все решения судебных инстанций, будто Гагаузия не находится в Республике Молдова, а находится где-то в космосе. Постановление Народного собрания не могло не иметь юридических последствий. Оно, как мы понимаем, получило юридические последствия, но не для депутатов Народного собрания, а для простых людей. И не только понимаем, но и видим. Этих людей вовлекли в эту незаконную схему депутаты. Депутаты объяснили людям, что все законно, хотя в Народном собрании есть целый юридический отдел и 2 депутата, бывшие прокуроры. Они не могли не понимать, что ждет людей, которых они вовлекают в эту схему. Григорий Дюльгер говорит о том, что якобы они заботились о пенсионерах, о социально уязвимых жителях Гагаузии, которые якобы не могли справиться с высокими ценами на энергоресурсы. И я не исключаю, что многие такие не могли справиться, да? Но они могли помочь по-другому. Во-первых, у Народного собрания, если оно хотело помочь людям, было множество других легальных способов помочь жителям Гагаузии. Самый простой способ — это из бюджета Гагаузии, который, напомню, составляет более 1,6 миллиардов леев. Из этого бюджета можно было выделить жителям Гагаузии компенсации в зимний период. Тем более об этом долго говорили, и такая инициатива была зарегистрирована в Народном собрании. Как минимум 500 миллионов леев из этого бюджета — это собственные доходы Гагаузии, которые гагаузская автономия может распределять по своему усмотрению. И это в дополнение к компенсациям, которые выделяло правительство Республики Молдова. Примечательно то, что после выборов мы не видим никаких перечислений от Промсвязьбанка. А ведь цены на энергоресурсы такие же, как были в прошлом году. Если, по мнению депутатов Народного собрания, в прошлом году люди не могли справиться с ценами на энергоресурсы, то что насчет этого года? Отопительный сезон только начался, но мы не слышим, чтобы люди получали деньги на свои счета в Промсвязьбанке. А может, все-таки это была не гуманитарная помощь, а электоральная коррупция? Ведь Промсвязьбанк начал эту аферу перед референдумом, перед выборами президента и закончил после выборов в парламент. Значит, целью была не помощь людям, а все же цель была в том, чтобы повлиять на выборы.
Дальше Григорий Дюльгер запустил удобную и любимую шоровскую шарманку о том, что центральные власти якобы мстят Гагаузии. Давайте посмотрим. Когда эта помощь начала выдаваться намного заранее до выборов, то бишь и президентских, и парламентских. И здесь самое интересное, что когда прошли президентские выборы и референдум, исходя из того, как проголосовала наша автономия, за какого кандидата и за вектор по референдуму, складывается такое впечатление, что нам просто центральные власти мстят. А что насчет протоколов, которые полиция выписала жителям других районов? Речь не только о жителях Гагаузии, речь идет и о всей стране. И тут нужно обратить внимание Григория Дюльгера, что постановление Народного собрания о легализации договора с Промсвязьбанком имело последствия не только для жителей Гагаузии, но и для жителей других районов Республики Молдова. Народное собрание, во-первых, превысило свои компетенции, утверждая соглашение с иностранной финансовой организацией. На это у Народного собрания нет полномочий. На это есть полномочия только у правительства и парламента Республики Молдова. Более того, Народное собрание превысило свои полномочия в интересах подсанкционного банка. То есть в данном конкретном случае Гагаузия использовала свои полномочия для вовлечения более сотни тысяч граждан по всей стране в международное преступление. И это не в первый раз, когда Гагаузия использует свои полномочия не по назначению в интересах России для подрыва независимости и суверенитета Республики Молдова. Обратите внимание на этот маразм. Народное собрание Гагаузии втянуло граждан Республики Молдова в это преступление, но винит в этом почему-то правительство Республики Молдова. Хотя правительство пыталось достучаться до них, я имею в виду до депутатов, да, разъяснить, не применяя никакого уголовного преследования и никакого давления на депутатов, не наказывая их, что с моей точки зрения зря. Депутаты Народного собрания наплевали на интересы страны, на международное право, на обязательства Республики Молдова, на закон, утвердив эту преступную схему. Более того, депутаты передали личные данные десятков тысяч жителей Гагаузии банку, который находится под международными санкциями. Когда я говорю, что передали, я имею в виду не только то, что они приняли это постановление, утвердив этот договор с Промсвязьбанком. Я имею в виду, что Народное собрание и депутаты Народного собрания собирали копии паспортов жителей Гагаузии и передавали их сетке Шора. Какая месть, Григорий? В чем и виновато правительство Республики Молдова, так это в слабой реакции, в том, что никто не понес за это наказание, в том числе и те, кто подписывал это соглашение в Москве, голосовал за него и собирал личные данные людей и передавал сетке Шора. Дальше Григорий Дюльгер вообще дал волю своим фантазиям. Давайте посмотрим. Была озвучена цифра в Гагаузии 23 тысячи человек, которым мы обязаны выписать эти протокола. Сумма протоколов варьируется от 25 тысяч до 37 тысяч лей. Кто идет на сотрудничество, тому 25 тысяч, кто не приходит, тому 37. Уважаемые коллеги, здесь есть у нас и экономисты. А ну, посчитайте на калькуляторе. 23 тысячи умножить на 25 тысяч. Сколько миллионов получается? Порядка 575 миллионов наших жителей автономии, которым мы хотели от чистого сердца помочь, сегодня должны заплатить штрафы. У нас люди, которые пришли время войн, латают дыры как свой непрофессионализм, разрушение экономики, дыры в бюджете латают драконовскими незаконными штрафами, чтобы заполнить бюджет автономии. Во-первых, что за страшилки детям на ночь? Вы обратите внимание на конструкцию этого фейка. Была информация, говорит Дюльгер, о том, что должны выписать штрафы 23 тысячам человек. Откуда такая информация? Кто сказал, что должны были? Или это плод фантазии Григория Дюльгера? Дальше он на этом фейке, основанном на слухе, который, наверное, сам и придумал, делает вывод, что правительство хочет собрать более 500 миллионов лей, чтобы пополнить бюджет. И этот же фейк он приправляет другим фейком о том, что за сотрудничество со следствием выписывают 25 тысяч леев штрафа, а за отказ от сотрудничества 37 тысяч леев. Что это, если не злонамеренное введение людей в заблуждение, чтобы эти люди и дальше шли на отказ и создавали себе еще больше проблем?
Во-первых, полиция давно заявила, что за сотрудничество со следствием люди будут освобождены от штрафов. Если человек, которого вызвали в полицию за электоральную коррупцию от Промсвязьбанка, идет на сотрудничество, то ему выписывают протокол с нулевым штрафом. То есть просто предупреждение выписывают. И уже многие пошли на сотрудничество со следствием и не получили штрафы. А Григорий Дюльгер с трибуны Народного собрания в присутствии 26 депутатов распространяет откровенную и опасную ложь, и никто его не поправляет. Если он это заявляет с трибуны Народного собрания, то представьте себе, что он говорит людям, которых сам вовлек в это преступление. Что-то мне подсказывает, что они этих людей, которым якобы так хотели помочь, обманывают, манипулируют, запугивают, чтобы они не шли на сотрудничество со следствием и получали эти штрафы, чтобы у Дюльгера и у таких, как Дюльгер, была возможность кричать, что во всем виновата Майя Санду. Дальше к обсуждению вопроса подключился депутат от села Казакли Александр Дюльгер. Давайте посмотрим. Как мы должны помочь? Предложение. Николай Николаевич, предложение. Пожалуйста. Постановление Народного собрания признать, что было заключено соглашение, люди получали на основе соглашения. Ничего общего это не имеет с избирательной коррупцией в корне, ничего. Эти незаконно люди привлекаются к ответственности, взять ответственность на себя, направить постановление начальнику УВД Гагаузии, чтобы прекратить незаконно преследовать и кошмарить наших жителей. Это раз. Первое. И второе, выдавать всем, если надо, в индивидуальном порядке справки. Справки в Народном собрании, что да, было заключено такое соглашение, люди получали на основании соглашения. Эта цель была помочь им в трудный период. Это соглашение в социальной сфере. И ничего общего с избирательной кампанией, с коррупцией не имеет. Вот предложение какое. Нас здесь нет ничего общего. Обратите внимание, это говорит бывший прокурор. Неудивительно, что у нас в таком состоянии система юстиции, если там работали такие прокуроры, как Александр Дюльгер. Он предлагает самую настоящую, извините за выражение, чушь, которая противоречит законодательству Республики Молдова и выходит за рамки полномочий Народного собрания. Вы только представьте себе, если бы парламент принял решение прекратить преследование того или иного человека, ну, например, там, депутата или примара от партии ПАС, по каким-то там причинам. Тут бы давно заорали, что у нас диктатура, узурпация власти, желтая чума и все, что хотите. А эти, которые 4 года подряд в Народном собрании кричали и продолжают кричать, что у нас диктатура, что ПАС узурпировал власть, сами фактически узурпируют власть, вмешиваясь в процесс следствия. Еще раз обращу внимание, это говорит бывший прокурор, который прекрасно знает, что никто не имеет права вмешиваться и влиять на ход следствия и деятельность правоохранительных органов. Господин Дюльгер, Александр в данном случае Дюльгер, да, может сколько угодно повторять, что это не электоральная коррупция. Однако, я еще раз обращу внимание, выплаты от Промсвязьбанка прекратились после парламентских выборов. Значит, Кремль больше не считает нужным перечислять людям деньги. Кремль через свою пропаганду накачал людей ненавистью, поманил людей деньгами, организовал незаконную схему по выплате этих средств через Промсвязьбанк, вовлек людей в это преступление руками депутатов Народного собрания. А теперь оставил этих людей один на один с правоохранительными органами Республики Молдова. Как говорится, поматросил и бросил. И по поводу справки, которую Дюльгер предлагает выдавать людям в Народном собрании. Я предлагаю Дюльгеру и другим депутатам Народного собрания, которые произносят и поддерживают этот бред, обратиться к психиатру и спросить, может, им самим нужна справка. Какая справка, Александр? Единственное, что вы можете сделать и должны сделать в этой ситуации, это отменить свое постановление об утверждении незаконного договора с Промсвязьбанком и посоветовать людям сотрудничать со следствием, чтобы избавить их от проблем. А вместо этого вы пытаетесь прикрыть свое незаконное постановление другим незаконным постановлением. Метод клин-клином вышибают здесь не работает, Александр. Вы должны вернуться в правовое поле и вернуть в правовое поле людей, которых вы умышленно ввели в заблуждение и создали им проблемы с законом. Дальше к разговору вернулся Григорий Дюльгер, который сравнил международную поддержку и помощь по развитию с незаконным финансированием сетки Шора. Давайте посмотрим. Когда сегодня наши центральные власти берут кредиты с Европейского Союза, и мы все, в том числе с вами, наши жители Гагаузии, платят по этим кредитам, не знаю, под какой процент это все дается,
значит, там нету электоральной коррупции. Они уже пресс-конференцию давали. Георгий Иванович, я предоставил слово Ивану Даниловичу Карадзе. Тысячи чиновников получали дополнительно по несколько тысяч евро, кто задействован в процессе евроинтеграции. Значит, подождите, ребята, или мы дауны здесь сидим все, и наш народ молдавский, это не электоральная коррупция, да? А то, что здесь Восток помогает, это уже электоральная коррупция. Прониклись глубиной мысли. Наверное, в этом и есть гагаузская философия, о которой говорил Михаил Лах. Этот депутат Народного собрания заблудился в двух соснах, в очередной раз распространяя откровенную ложь. По поводу кредита. Мне просто интересно, сколько денег из кармана Григория Дюргера ушло на погашение этих кредитов. Но я могу предположить, то есть я не знаю, наверное, ни одного, но я могу предположить, что в карманы Григория Дюргера поступили деньги в виде компенсаций в отопительный сезон, которые поступали от Европейского Союза в виде помощи. И эти деньги выделялись правительством Республики Молдова и средств Европейского Союза. Теперь, что касается дополнительных выплат чиновникам, которые были вовлечены в процесс европейской интеграции. Речь идет о 1056 людях, если мы правильно поняли Григория Дюргера, и вообще, что он имел в виду. В 2024 году правительство приняло решение премировать, 1056 чиновников, вовлеченных в процесс европейской интеграции, в размере 50% от заработной платы. На это выделили 36 миллионов леев из бюджета Республики Молдова. И люди получили эту премию за свой труд, а не за что-то там абстрактное или там за то, чтобы проголосовать или не проголосовать за кого-то. Мы можем увидеть результаты их труда. В то время как Россия через Промсвязьбанк подкупила сотни тысяч человек в Республике Молдова. Почувствуйте разницу. Да, 1056 человек и 130 тысяч человек. В первом случае премия из бюджета Республики Молдова за конкретный труд. Во втором случае типа помощь, но по сути за голосование в пользу кремлевских партий от подсанкционного российского банка при посредничестве беглого преступника Шора. Чувствуете разницу? И деньги, которые идут от Европейского Союза, если уж развивать эту мысль, идут в рамках соглашения между Европейским Союзом и Республикой Молдова, поступают в бюджет Республики Молдова и распределяются согласно четких процедур и законодательства Республики Молдова, в том числе и закона о бюджете. В то время как деньги, поступившие от Промсвязьбанка, еще раз напомню Григорию Дюргеру, поступали от подсанкционного банка, который является банком Министерства обороны Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации занимается не гуманитарной помощью. Оно занимается войной. А Промсвязьбанк финансирует войны, которые ведет Россия. Поэтому о какой гуманитарной и социальной помощи говорят депутаты, мне не совсем понятно. И по поводу Востока, Запада, Севера или Юга. Дело не в географии. Дело в том, что Россия – это государство-террорист, которое убивает сегодня мирных граждан в Украине. И то же самое хочет сделать в Республике Молдова. В Республике Молдова нет политики нулевого сотрудничества со странами Востока. Правительство Японии, это самая восточная страна на земном шаре, финансирует различные проекты в Республике Молдова, в том числе и в Гагаузии. Потому что современная Япония – это демократическая и свободная страна, которая не развязывает геноцидных войн. Ну и вишенка на торте этого всего – это предложение от депутата из Бежгеза Ивана Каража. Давайте посмотрим. Дайте амнистию всем этим людям. Кто получал деньги на электоральный блок, вы всех их знаете, работайте с ними. Но не надо работать и кошмарить этих бедных пенсионеров и инвалидов. Понимаете? И сделайте амнистию, назначьте дату, с этой датой кто дальше будет получать, вот с ними разбирайтесь. А что, давайте сразу Шору амнистию. Вон Плохотнюк сидит в тюрьме, давайте и выпустим Плохотнюка и возьмем с него клятвенное обещание, что он больше не будет воровать. Человек ведь из украденного миллиарда и украденных миллиардов дарил роженицам коробки с памперсами. Помогал же людям. Украл миллиарды, а дарил на копейки. Перефразируя классика, могу сказать следующее. Депутаты Народного собрания в присутствии людей с высшим образованием дают советы космического масштаба и космической же глупости. И, во-первых, что значит кошмарить людей? У людей есть вполне легальный выход из ситуации, который правоохранительные органы неоднократно озвучивали. Сотрудничаешь со следствием и не получаешь штраф, но депутаты почему-то не советуют людям сотрудничать со следствием, потому что прекрасно знают, что следствие выйдет на них, на депутатов. Потому что они не только утвердили эту незаконную схему, но и, повторюсь,
внедряли ее, собирая у людей их личные данные и передавая сетке Шора. Складывается такое ощущение, что депутаты Народного собрания всячески пытаются создать условия, при которых людям будут выписывать все больше штрафов, чтобы у них был повод формировать из Кишинева образ врага, и чтобы самим не отвечать за утверждение и внедрение этой преступной схемы. Обсуждение этого вопроса в Народном собрании четко продемонстрировало, что заявление о том, что Шора в Гагаузии нет, это чистая ложь. Шор в Гагаузии очень хорошо представлен, прежде всего в Народном собрании. Мы не видели в Народном собрании осуждения этой незаконной схемы и остальных преступлений, совершенных Шором в Гагаузии в интересах России. Но и самое главное, мы не видели раскаяния со стороны депутатов за то, что они позволили всему этому случиться и принимали в этом активное участие. Давайте дадим им справки или объявим амнистию, говорят депутаты. Интересно, а когда депутаты предложат объявить следующую амнистию? После выборов в Народное собрание?